Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Дыванском районе погиб 17-летний парень, лошадь и 2 жеребенка. Под Уфой под колесами КамАЗа оказался 7-летний школьник. В Уфе парень угнал машину прямо на глазах у ее хозяина. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Начнем наш выпуск с самых тяжелых новостей из дорожно-транспортных происшествий, которые привели к гибели людей. Трагические роковые случайности на этой неделе унесли жизни как минимум 6 человек. В Дыванском районе в результате аварии трагически оборвалась жизнь 17-летнего юноши. Кроме него в аварии погибли лошадь и 2 жеребенка. Столкновение с животными произошло ночью 29 сентября на трассе Дуфан-Лемезы. По информации Республиканской госавтоинспекции, в это время на дороге стоял туман. 20-летний местный житель, находясь за рулем «Лада» 10-й модели, допустил наезд на лошадей. В результате ДТП с травмами доставлены в медучреждение 2 девушки 18 и 17 лет и 18-летний молодой человек. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В Туймазинском районе днем позже в ДТП погибла пенсионерка, а, как сообщили в ведомстве, 51-летний местный житель за рулем «Лада» 10-й модели, двигаясь по улице Клубная села Тюменяк, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия 63-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Вечером того же дня в Баймакском районе на 163-м километре автодороги Серменево-Мангильдина-Баймак столкнулись с ВАЗ 7-й модели под управлением 32-летнего водителя и встречная «Лада Гранта», за рулем которой находился 71-летний мужчина. В результате ДТП водитель 7-й модели скончался до приезда скорой помощи, а второй водитель и его 65-летняя пассажирка получили травмы. По данному факту начато разбирательство. В столице республики в минувший понедельник мужчина попал под колеса «Газели». По информации Уфимского отдела ГИБДД, 40-летний водитель за рулем малотоннажного грузовика, следуя по улице Шато Руставели в направлении улицы Адмирала Макарова, допустил наезд на пешехода 1984 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда пешеход получил различные травмы головы. После оказания медицинской помощи он был отпущен. Тем же днем в Белебее пьяный водитель сбил насмерть бабушку. После полудня 25-летний местный житель за рулем ВАЗ 10-й модели, двигаясь по правой обочине улицы Красноармейская, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. После автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пешеход скончалась при транспортировке в медучреждение. Известно, что водитель ранее был лишен права управления транспортным средством. Алкотестер показал наличие алкоголя 1,439 мг на литр выдыхаемого воздуха. 2 днями позже еще один наезд унес жизнь 26-летней девушки. Ближе к вечеру 30 сентября в городе Белебей на улице Восточная 48-летний местный житель, управляя автобусом марки КАВС, допустил наезд на девушку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась в медучреждении. Известно, что автобус двигался не по маршруту и без пассажиров. В минувшую пятницу под Уфой погиб велосипедист из Нижегородской области. По информации Республиканской госавтоинспекции, ДТП произошло ближе к полуночи на подъезде к микрорайону Шакша. 37-летний житель Мечетлинского района за рулем «Лада» 14-й модели совершил наезд на 48-летнего велосипедиста. В результате мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Со слов водителя, он двигался в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. По данному факту начато разбирательство. Еще один наезд едва не закончился трагедией. Днем 30 сентября в Уфимском районе на 3-м километре автодороги Алексеевка 8 марта 58-летний уфимец, управляя грузовиком КамАЗ, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который на велосипеде внезапно выехал на проезжую часть. В избежание наезда водитель самосвала резко вывернул руль в сторону, тем самым потеряв управление и опрокинулся на бок. В результате дорожного происшествия водителя и велосипедиста с различными травмами госпитализировали. По свидетельствам очевидцев, состояние участников происшествия оценивается как тяжелое. Попутная авария на трассе М5 привела на больничную койку 2 женщин. По информации Республиканской госавтоинспекции, ДТП произошло после полудня 1 октября в Туймазинском районе на 1291 километре федеральной автодороги М5 Урал. 60-летний житель Татарстана за рулем Renault Duster предположительно допустил столкновение с попутной Маздой CX-5 под управлением 62-летнего жителя Белебейского района. В результате 2 пассажирки Мазды, женщины 61 и 48 лет, госпитализированы. По данному факту начато разбирательство.
В минувший вторник аналогичная авария произошла на автодороге Авдон-Подымалово. По свидетельствам очевидцев, на 19-м километре трассы столкнулись «Лада» 12-й модели и «Рено Сандеро». В результате ДТП пострадал мужчина с отечественной легковушки. С переломами ребер и левой ноги он был отправлен в больницу. Подробности уточняются. Серьезная авария произошла в Уфе днем позже. По данным столичной госавтоинспекции, житель Челябинской области 83-го года рождения, управляя «Ладой» 14-й модели, следуя по проспекту Салавата Юлаева, поворачивая на улице Айская, допустил наезд на электроопору. В результате дорожного происшествия водитель и двое его пассажиров, фимец 81-го года рождения и мужчина, личность которого устанавливается, с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В медицинское учреждение с сотрудниками ГИБДД был направлен протокол для изъятия водителя образцов крови на этанол. Было установлено, что мужчина в 2016 году был уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. В тот же день под Уфой произошло аналогичное ДТП. По свидетельствам очевидцев, неустановленный водитель за рулем «Лады» 15-й модели допустил наезд на светофор. В дальнейшем машина съехала в кювет и там опрокинулась на крышу. После ДТП водитель скрылся с места. Подробности уточняются. Еще одно столкновение со столбом было зафиксировано в Уфе. Вечером 1 октября житель Омской области, управляя большегрузной автомашиной Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, следуя по проспекту Салавата Юлаева, допустил наезд на бетонную конструкцию моста. В результате дорожной аварии водитель с травмой головы обратился в медицинское учреждение. После оказания помощи он был отпущен. Со слов водителя, он уснул за рулем транспорта. Еще одно ДТП с грузовым автомобилем произошло 2 октября в Оргазинском районе. На трассе рядом с селом Толбазы автомобиль Datsun Honda столкнулся с цементовозом Volvo. В результате грузовик перевернулся, а легковушка буквально раздавила в лепешку. За рулем Datsun была пожилая женщина. Ее и водителя фуры увезли на скорой. Еще одним участником ДТП стал грузовой фургон «Газель», который врезался в перевернувшийся грузовик. Водитель не пострадал. По информации управления ГИБДД Республики, погибших нет. Все обстоятельства уточняются. Тем же днем на трассе Уфа-Аэропорт произошло жесткое ДТП. По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Camry на большой скорости ехал по данной автодороге в сторону улицы Рубежная и столкнулся с впереди движущейся автомашиной Mitsubishi Lancer. От удара обе автомашины выехали на разгонную полосу, где стояли припаркованными автомашины Нива и Лада 14 модели. В результате столкновения 4 автомашин пострадавших не оказалось, лишь автомобили получили механические повреждения. Со слов очевидца, водитель Toyota Camry двигался на высокой скорости, перестраиваясь из ряда в ряд. В Башкирии осудят таксиста, по вине которого погибла 15-летняя школьница. Следственный комитет Иглинского района завершил расследование страшной аварии. Напомню, ДТП произошло 16 июня. Пьяный таксист наехал на группу подростков. 4 подростков шли по улице Ворошилова в школу получать аттестаты. В этот момент на резком повороте в них влетел 38-летний таксист. Сбив детей, водитель даже не остановился. Он проехал еще немного, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Виновника аварии задержали очевидцы, а оказалось, водитель такси был сильно пьян. Прямо на месте ДТП погибла 15-летняя девушка. Еще один подросток 15 лет получил тяжкий вред здоровью, а 15 и 13-летние ребята получили травмы средней тяжести. Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Многие владельцы автомобилей считают, что сами никогда не станут виновниками ДТП, однако статистика неумолима. Если вы станете виновником, то автомобиль восстанавливать придется из своего кармана. Или нет? Разобраться в этом нам поможет представитель компании ОСАГО-24. ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Без полиса ОСАГО вам не зарегистрируют автомобиль, не пустят на техосмотр, оштрафует сотрудник ДПС на дороге. По ОСАГО возмещается вред, причиненный застрахованным автомобилем чужому имуществу, здоровью или жизни. Страхование является обязательным. Сумма выплат и тарифы регламентируются законом об ОСАГО, единый для всей России. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть.
В Уфе детская шалость чуть не закончилась трагедией. На кадрах с камеры видеонаблюдения во дворе видно, как семья выгружается из иномарки, а по двору мчится серебристая десятка. Внезапно девочка в розовой куртке выскакивает из-за спины отца на дорогу, автомобиль резко останавливается. Судя по кадрам, малышка, увидев автомобиль, падает на асфальт. Родители бросаются к девочке, ее мигом берут на руки и начинают успокаивать. К счастью, все обошлось без серьезных травм. Местные родители в соцсетях отмечают, что зачастую в таких случаях виноваты сами родители, ведь детей около дороги нужно обязательно держать за руку. А в районе Жилина на трассу внезапно выскочил лось. Сахатый пересек сначала одну сторону трассы, а на другой стороне протаранил мордой грузовик. К счастью, грузовик ехал не так быстро. Лось спустя некоторое время продолжил пересекать трассу и исчез в лесу. Вполне возможно, что не обошлось без травм. Столичные водители отмечают, что на этом участке дороги это уже не первый случай, когда лоси стремительно пересекают дорогу. Вероятно, что сейчас у животных началась миграция, они пытаются перебегать через дороги, поэтому от владельцам стоит быть аккуратнее за рулем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Труд должен быть безопасным. Аудит по охране труда от Института профессионального образования. Сэкономь на штрафах. Доверь охрану труда профессионалам. Служба аварийных комиссаров «Дорожный патруль». Попали в ДТП? Вызывайте наших комиссаров. Оформление ДТП без ГИБДД. Помощь в получении страховых выплат. Независимая оценка ущерба и юридическое сопровождение. Мы поможем сэкономить ваше время, деньги и нервы. Звоните круглосуточно 287 87 55. Три кита. Автомойка для вашего авто. Приятные цены и высокое качество. Ждем вас на улице Новоженова, дом 92Б. Телефон 8 937 314 306. Мы ремонтируем любые автомобили. Мы делаем качественно с первого раза. Доступно, быстро и без лишних хлопот. Автосервис РК. Ульяновых 65, корпус 16. Телефон 286 0300. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи нас в ТЦ Мега возле супермаркета Ашан. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606. Код города 347. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте и на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!